В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Продолжается официальный визит президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирию. Сегодня президент провел ряд встреч, в том числе и с представителями абхазской диаспоры. А в четверг вечером Рауль Хаджимба принял участие в открытии юбилейной 60-й Дамасской международной торгово-промышленной ярмарки. Наша страна уже во второй раз принимает в ней участие наряду с 48 представителями государственных и частных компаний со всего мира. В прошлом году знаменитая Дамасская ярмарка после пятилетнего перерыва возобновила свою работу. Дамасская международная ярмарка – одна из старейших в ближневосточном регионе и главное событие года в выставочной жизни Сирии. Здесь осуществляются деловые контакты ведущих сирийских промышленных, торговых, сервисных компаний и организаций с их иностранными партнерами. Для иностранных фирм Дамасская международная ярмарка – один из лучших способов проникновения, закрепления и расширения своего присутствия на сирийском рынке. В рамках официального визита в Сирийскую Арабскую Республику президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с речью на церемонии открытия выставки. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Акыр япсо аюзча. Ихепшим апсна авенкарра ахзала салам шустоит. Эйцедерва Дамаскти жларбжарати аджермыка ялаху зеги асасча. أريد أن أحييكم وأحيي كل المشاركين والضيوف في مهرجان معرض دمشق الدولي المشهور باسم أبخازيا الجمهورية المستقلة. حرحزه واقرو حتردو أرا حدوزرا ززوا شمتلتي أجل الردجلة هايوزرد حنكارت حقزارة دماسكتي جلاربجارتي أغلقرت جرمكة أيوة مرغلرتي أريجيونة يجدزو جرمكة دو أي بشرة أي بنرخز أترقب تسكوا أتيرا شمتلا أشارت درا أشكغلرا إشالغز أغلقرا أيتيرا يشتو أوا رينكوارك يشججوا شعاترا أزروي أدوني إيويبشم أتلا كورقنتو شكزك делегация أرارق أزارا خش إسكز شكناروغويد أبسنا أغنكار ويشوك سوك دماسكتي لاربجارتي أجرمكا يالا خويشته أخواقترت أغلقرت палата أخدارنكسر رلا سنتا أبسنا экономика алшарака цурахгоид إشدحقالويد инвестиция كورزы يويبشم идеяка فرادة شمتولتي إجرت أغا نرتي أبارتنيرتي هاري أي مدارك وربجاترا أزباتني إحامو أتقول زاش سخ يارخون زجي أبخر شو стоит в павильонах شمتولتي جلابجارتي أتسرقبتا أكتيارا أمن يمبساي شمتولا أجلر يرزيغشويت أتنشرا أيز حزغرا يتابو. Абхазия принимает участие в ярмарке второй год. На церемонии открытия выступили солисты ансамбля «Кавказ», которых зрители приняли очень тепло. После церемонии открытия Рауль Хаджимба прошелся по выставочному павильону. Президент осмотрел абхазскую продукцию, представленную на ярмарке, и пожелал всем, кто задействован в организации работы павильона, успехов. Абхазский павильон, организованный торгово-промышленной палатой республики, традиционно пользуется большим успехом. Ее масштабность вызвала восторг не только у посетителей выставки, но и у представителей власти Сирии. Если в прошлом году Республика Абхазия принимала участие в выставке в качестве почетных гостей
Сирии, а флаг республики впервые развивался наряду с другими странами-участницами, то в этом году в связи с признанием Сирии независимости Абхазии делегацию ТПП принимают на самом высоком уровне. Кроме того, первый день открытия ярмарки был объявлен его организаторами Днем Абхазии. Гостям была предоставлена возможность увидеть фильм об Абхазии, а также национальные танцы в исполнении ансамбля «Кавказ». В рамках официального визита в Сирию президент Рауль Хаджимба встретился с представителями абхазской диаспоры. До войны в 2011 году в Сирии проживали около 1700 абхазов. Сейчас их численность сократилась до 400 человек, половина из которых воюет в составе правительственных войск. Представители диаспоры тепло встретили президента. Рауль Хаджимба обратился с приветственной речью к представителям диаспоры. Дорогие наши братья, я горжусь тем, что вы у нас есть. Мы гордимся тем, что сегодня выстроены те отношения, которых ждал абхазский народ долгие годы. Сирийское руководство приняло смелое решение. Асад сделал мужественный шаг, пойдя на признание Абхазии. Наша дружба, не сомневаюсь, будет на долгие годы, на века. Мы, ступив на землю Сирии, почувствовали ту теплоту, то добро, которое сеет сегодня этот народ. Абхазия прошла очень сложный путь, но она выдержала. И сегодня, благодаря тем усилиям, которые были предприняты всеми нашими друзьями, от России начиная, и сегодня признание Сирии – это величайшее для нас событие, все рядом с нами. В трудные годы войны с нами рядом были наши братья со всех государств, там, где находятся представители нашей кавказской диаспоры, в том числе и Сирии. Только поэтому мы и победили. В войне победить непросто. Труднее строить мирную жизнь. Мы на этом пути. Здесь я увидел далеко идущее то, что в глазах людей, воюющих, светится добро. У народа Сирии великое будущее. Те, кто сегодня противостоит Сирии, называют себя цивилизованными государствами. Ничего не может быть сравнимо с тем, что есть здесь в Сирии. Цивилизация в головах людей. Никакая техника, никакое вооружение не сможет победить сирийский народ. И маленькая Абхазия с вами. Я искренне хочу, чтобы наши отношения, которые начали складываться только-только, имели бы продолжение на долгие века. Да хранит вас Господь, да хранит вас Всевышний. Как отмечали в своих выступлениях представители абхазской диаспоры в Сирии, для них приезд Рауля Хаджимба и всей абхазской делегации в Сирию – важнейшее событие. Ведь это старт новых отношений между их исторической родиной Абхазией и ставшей уже родной сирийской землей, которая приняла их в самый тяжелый период для всего черкесского народа. Несмотря на то, что представители диаспоры много лет живут вдали от родины, здесь, в Сирии, они стараются сохранить в себе все те качества, которые в Абхазии в почете – гостеприимство, храбрость и смелость. Они живо интересовались тем, чем сейчас живет Абхазия. Задавали президенту вопросы, связанные с переходом границы, ведь многие из диаспоры мечтают посетить родину. После встречи с диаспорой Рауль Хаджимба посетил могилу и почтил память выдающегося сына абхазского народа, генерала-майора армии Сирийской Арабской Республики, видного представителя абхазской диаспоры в Сирии Уалида Маршан Абаза. Как мы уже сообщали, в Дамаске были подписаны ряд межправительственных соглашений, в их числе и соглашения в сфере содействия и продвижения торговли, экономического сотрудничества. Наш корреспондент Нала Кови, которая находится сейчас в Сирии, побеседовала с министром экономики Абхазии Адгуром Марзенба, который отметил важность подписанного соглашения. Данное соглашение, которое мы подписали с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики, подразумевает в первую очередь возможность беспошлинной торговли между нашими странами. Данное соглашение подписано в развитии базового соглашения, которое подписали наши президенты. Это базовое соглашение, оно предусматривает взаимодействие сторон по разному спектру, по широчайшему спектру вопросов, в том числе и экономическому. Поэтому данное соглашение, оно и является таким логическим шагом в продолжении того большого соглашения. Возможность подписания такого соглашения, выстраивания экономических
отношений между нашими странами. Мы обсуждали еще в прошлом году, когда были здесь в рамках делегации на выставке. Но тогда, как вам известно, Сирийская Арабская Республика еще не установила дипломатические отношения с нашей страной. Сегодня все это стало возможным. Что дает нам это соглашение? Что дает Республике Абхазия это соглашение? В первую очередь, это возможности для наших предпринимателей открыть новые торговые пути для реализации своих товаров и услуг. Потому что между нами расстояние не такое большое, если вот именно торговые пути оценивать, то это 1400 приблизительно морских миль морским путем. Это приблизительно от 3 до 5 дней. Это достаточно короткое расстояние. Сирия, несмотря на то, что здесь многие годы продолжается вооруженный конфликт, война, постепенно восстанавливается. Это интересный рынок для реализации абхазских продуктов. Это интересный с точки зрения направления в части импорта в Абхазию продуктов, произведенных здесь. Здесь очень широкая линейка продукции, которая производится. Очень интересно. Плюс, значит, это возможность выстраивания каких-то совместных предприятий, создания совместных предприятий, ориентированных на российский рынок. Условно говоря, как пример могу привести, если какое-то предприятие или какие-то предприниматели абхазские совместно с сирийскими будут работать ориентированно на российский рынок, они могут организовать предприятия на территории Абхазии. Мы, кстати, об этом с моим коллегой, министром экономики, говорили, что мы готовы предоставить и площадя, и в порту, и в ближайших территориях для локализации таких производств. На основе сирийского сырья можем перерабатывать в Абхазии и поставлять на российский рынок. Как вам известно, у нас с Российской Федерацией заключено соглашение о беспошлинной торговле, примерно аналогичное такое, которое мы подписали здесь. Что дает возможности для таких вот транзитных, условно транзитных путей выстраивания таких возможностей. Конечно, экономическое взаимодействие, экономические отношения между нашими странами на сегодняшний день они в таком ощутимом объеме отсутствуют, но сейчас уже дело за нашими предпринимателями. Еще раз повторюсь, наша задача государственных деятелей создать максимально комфортные условия для того, чтобы предпринимателям было удобно и комфортно работать. Поэтому эти условия созданы, документы подписаны, сейчас осталось только работать. Поэтому всем удачи, я думаю, что это очень хорошее начало, это интересный регион, не только речь идет о рынке Сирии, а вообще о ближайших странах, Ближний Восток в целом. Это очень интересный регион, очень близкий, с одной стороны, ментально к нам. Поэтому здесь есть где развиваться, очень большие горизонты и возможности для наших предпринимателей. В субботу в рамках официального визита президент Рауль Хаджимбов встретится с представителями бизнес-сообщества Сирии. И к другим темам. Состоялось совместное собрание актива отделения Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» города Сухума и Сухумского района. В нем приняли участие представители политических партий и ветеранских организаций. Депутаты парламента. В ходе собрания обсуждались общественно-политическая ситуация в стране, вопросы активизации деятельности городских и районных отделений партии. В частности, члены ФНА выразили свое принципиальное отношение к недавним заявлениям лидеров вновь сформированного движения по защите государственности Абхазии. Одобряя намерения по урегулированию существующих разногласий в правовом русле, была дана негативная оценка требованиям оппозиции о досрочной отставке действующего президента. Такие призывы противоречат выборному законодательству, основному закону Конституции Республики Абхазия. Выступавшие расценили как крайне неэтичные и некорректные подобные заявления, прозвучавшие именно в дни официального визита главы государства в Сирийскую Арабскую Республику, признавшую нашу независимость. Полномочия президента регламентированы соответствующими законами. Он не нарушил Конституцию, не отступил от присяги, не совершал никаких действий, ущемляющих интересы государства и народа. И поэтому нет никаких юридических оснований для его досрочного ухода с поста президента, считают в Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии».
Работы по капитальному ремонту 2 центральных улиц Гудауты будут завершены до 30 сентября. А в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар откроются 2 зала. Какие еще работы близятся к завершению и о предварительных итогах курортного сезона в интервью нашей программе рассказал глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария. Репортаж Ирины Аршба. Более 1 миллиарда рублей на развитие получил Гудаутский район в рамках российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Сразу несколько социальных объектов строятся с нуля. Это 2 средние школы в Гудауте и в селе Лыхны и детский сад в Новом Афоне. Работы идут даже с опережением графика, а выделенные средства полностью осваиваются. На некоторых объектах при своевременном финансировании можно было бы завершить строительные работы даже раньше времени, говорит Руслан Ладария. Например, в Лыхнинской школе уже завершены все капитальные работы. Проведены электропроводка, система вентиляции, водопровод и канализация. Отштукатурены и выровнены стены. Сейчас строители занимаются отделочными работами. Укладываются полы, на стены клеят обои под покраску. После ремонта учебное заведение сможет принять 1300 учащихся. Завершаются работы и по укладке асфальта на 2 центральных улицах Гудауты. Проспект Героев и улица Дзизария будут отремонтированы до 30 сентября. 2 другие улицы, Ардзенва и 4 марта, закончат до конца года. В рамках российской инвестпрограммы масштабные работы по налаживанию водоснабжения ведутся в 4 селах района – Куланархом, Гудзерхо, Звантрепш и Абгархук. Специалистам предстоит проложить более 100 километров водопроводных труб. Первый этап работ завершен, но здесь возникли проблемы с финансированием. По словам Руслана Ладария, при помощи руководства страны в ближайшее время работы будут возобновлены. Сейчас начнутся работы по проектированию. Первый этап проекта сделан, сейчас будет 2-й этап, это для российской экспертизы. Но там тоже была нехватка денег, потому что это большой объем работы. Поэтому неделю назад мы были на встрече у президента. Президент пообещал, что он недостающую сумму из своего фонда даст, и поэтому эти работы будут продолжены. Мы ожидаем, что работы начнутся, наверное, в начале все-таки следующего года, но есть надежда, что до конца 2019 года эти работы будут завершены. Курортный сезон для района в этом году не стал лучше прошлого. Несмотря на это, Руслан Ладария уверен, что в следующем году он будет лучше. Но для этого надо приложить много усилий. У нас бюджет в основном зависит от курортного сезона, поэтому мы хотели бы, чтобы он был лучше, конечно. Много от нас зависит. Мы пытаемся делать все, что можем, все, что в наших силах. Это приводим в порядок город, приводим в порядок инфраструктуру. То есть это очень большой комплекс мер. Это не только от одного района зависит, это от всей нашей республики. Поэтому работы в этом отношении предстоит много. В Гудаутском районе в этом году столкнулись с еще одной серьезной проблемой. Большой урон частным хозяйствам наносят насекомые-вредители – коричневый мраморный клоп и американская бабочка. Только сообща можно победить распространение этих насекомых, считает Руслан Ладария. Урожай в этом году будет меньше, чем в прошлом году. И опять-таки из-за клопа. И плюс у нас еще добавилась американская белая бабочка, которая тоже очень большой вред наносит. Каждый житель села, даже города, должен смотреть за своим садом конкретно. Мы выдаем бесплатно химикаты, которые они не наносят вред здоровью, то есть ими можно пользоваться. Опрыскиватель, в каждом селе выдали опрыскиватели. То есть надо заниматься это несколько раз, надо обрабатывать сады. То есть это очень сложная и тяжелая работа. Мы не совсем, видимо, еще осознали всю эту проблему, но уже люди начали понимать, что это действительно надо сообща всем миром, как говорится, этим борьбой заниматься.
Строительные работы в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар идут хорошими темпами. При стабильном финансировании к празднованию Дня Победы 30 сентября 2 зала музея будут открыты для посетителей. Кроме того, жителей Гудауты в предпраздничные и праздничные дни ждет еще немало интересных мероприятий. Очень много будет мероприятий, приуроченных к Дню Победы. Это будет и турнир спортивный, футбольный имени Джона Кварацхеля, героя Абхазии, выставки художников, будут концерты, будет парад с ветеранами. Мы купили новую сцену. У нас не было сцены, которую можно выставить на улице. Салют будет. Хороший будет праздник. Всех приглашаем. Вас тоже приглашаем. Как отметил Руслан Ладария, проблем в районе немало. Прежде всего, это водоснабжение всех сел и плохие дороги. Руководство района делает все возможное, чтобы своими силами поэтапно решать эти вопросы. Кроме того, будет продолжен ремонт других улиц Гудауты, подчеркнул глава администрации. Как мы убедились, город-герой Гудаута полным ходом готовится к встрече главного праздника нашей страны – Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Несомненно, этот день станет ярким событием в жизни горожан. Ирина Аршба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Впервые за 30 лет в Республиканской детской больнице начался капитальный ремонт, который проводится за счет средств государственного бюджета Республики Абхазия. До конца года будут отремонтированы 2 этажа больницы, 3 и 4. Репортаж Рената Шакая. На ремонт детской больницы из республиканского бюджета выделено 5 миллионов рублей. Начали с ремонта 2 самых проблемных этажей республиканской детской больницы. Это 3-й этаж, педиатрическое отделение, где лежат больные, и 4-й этаж, отделение для новорожденных детей до года. Следующим этапом, но уже в 2019 году, будет установка необходимого оборудования для этих 2 этажей. Здесь 2 этажа, оба этажа рассчитаны на 45 койко-мест. Где-то к концу декабря, я думаю, уже будут сданы эти объекты. На 1-м этаже у нас приемный покой, который, кстати, отремонтирован тоже с помощью спонсорских денег. 2-й этаж – это у нас лаборатория, там УЗИ отделение, то есть функциональная диагностика, которая проводится, находится на 2-м этаже. Тоже требует, естественно, капитального ремонта, но пока вот мы начали с 4-го и с 3-го этажа. Сейчас на 4-м этаже больницы идут подготовительные работы, демонтаж дверей и окон. Затем в надлежащий вид будет приведено напольное покрытие. И лишь только после этого строители приступят к замене проводки, штукатурки, покраски. Прораб фирмы «Турбазастрой», которая занялась ремонтом здания, Борис Чулокова заверил, что все работы будут выполнены в срок. Сантехнику мы здесь делали, мы заменили всю сантехнику, все трубы, все оборудование. Приступили к 4-му этажу. Сложность, вот видите, сами грибок на стенах, это все надо счищать, обрабатывать. И потом только штукатурка. Половое покрытие будет кафель в коридорах и в предбаннике, а в комнатах ламинат. Главврач республиканской детской больницы Игорь Джопу с сожалением отмечает, что все 7-этажное здание на данном этапе отремонтировать невозможно. Но врачи надеются, что далее при государственной поддержке будет заменена кровля. Так как после каждого сильного дождя страдает именно последний 7-й этаж здания, где находится операционный блок, который ремонтируется за счет аквафона. Здесь уже заменены окна и двери, залит пол, укладывается плитка. В конце месяца это отделение будет сдано в эксплуатацию. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. О статистике и важности наличия навыков по оказанию первой помощи, о необходимости обучения этим навыкам в школах, детских садах и других учреждениях, о том, как себя вести, если человеку поблизости плохо, шла речь на пресс-конференции в пресс-центре «Спутник Абхазии», посвященной Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. По словам главного врача республиканской станции скорой помощи Аслана Джопуа, в среднем в службу скорой помощи в год поступает около 20 тысяч обращений. Аслан Джопу рассказал, что население часто не знает, как оказать больному первую помощь до приезда бригады скорой помощи, и именно поэтому часто вредят пострадавшему. В связи с этим было отмечено, что необходимо проводить обучающие семинары для населения.
Сезонные заболевания, например, да. В зимний период мы привыкли чаще выезжать на ОРВИ, ОРЗ, гриппы, да, вот такие вот состояния, когда прохладное время года, сезон, когда люди больше простуживаются. А в летний сезон, что чаще бывает, там помощь оказываем, это из-за жары, это часто бывает из-за морской воды, из-за пищи, значит, разного рода отравления. Уязвимым местом в нашей работе надо считать всегда скопление большого количества людей. Вот в таких местах, значит, без страховки, то есть вот такого медицинского сопровождения, значит, нельзя оставлять. Точки расставления, скажем так, да, вот этих станций, подстанций, дежурства, где бы проходили бы, вот эти точки определяются, значит, по большому количеству скоплений людей. Наше население как-то, вот, наверное, вот мы, медики, больше видим, привыкли мы видеть, что когда совсем плохо, когда совсем прижмет, тогда они обращаются. Вот я вот это хочу посоветовать. Не ждите, не ждите. Почувствовали что-то не то, обращайтесь сразу. Тогда экономически и дешевле обходится лечение, физиологически быстрее восстанавливается. И то есть вот это бы больше всего бы я рекомендовал бы обращаться, а не затягивать. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу ночью, утром и вечером кратковременные осадки, местами ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 23-28 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.